находимся, это городище Ундорской эпохи 10-13 века. Городищенское городище или первое Ундорское городище оно называется. Вот здесь там видны валы, там потом дальше идут дальние валы. Здесь детинец. Это место непростое. Вот эта гора называется Унерская гора. Унерская гора. Паллас. В 1600-е годы посетил это место, отметил его. Вот. Само место называется 10 вершин по-чувашски. Здесь проходил древний путь. Здесь находится Сувар, как я его локализовал. И внизу находилась пристань. Эта пристань, кстати, еще в 19 веке сохранялась. Здесь Ундорского хранилища не было, здесь были острова. И острова эти пристани закрывали. Начали от Булгара, они сюда за несколько часов доплывали. Потому что течение быстрое было в Волге. Здесь высаживались. И дальше вот по этой речке, протомойке, корабли доплывали вот до туда. И там буквально 400 метров вверх их протаскивали. И дальше 3 километра по наклонной к Свияге. Это был древний Волок. Свияга здесь течет на север, а Волга на юг. И они там 100 километров туда плыли, 100 километров обратно возвращались. И везде по течению. Уникальное место. Нигде в мире такого места больше нет. Вот. Притом Волок, здесь самое минимальное расстояние между Свиягой и Волгой. Вот. Значит, здесь по берегу находятся дальше еще 3 городища. Вот буквально через овраг. Второе Ундорское городище, третье и четвертое Ундорское городище. В самих Ундорах там еще есть городище, Красная там поляна, как это называется, Красная Слобода. И там еще будут городища. В общем, здесь округа из 7 городов булгарских. Это комплекс. Притом сам Сувар это второй по величине город Серебряной Болгарии. Вот, то есть 240 га городища. То, что в Татарстане, вот это считается Кузнечикинское городище, это подделка. Это был местный такой Ахмаров, он заявил, что вот здесь Сувар-гора, он услышал, значит это и есть Сувар. И всем объявил, что все чуваши, все местные татары знают, что это Сувар древний, прочее тут, и это самое. И все ему поверили. На самом деле не поверили, это была там просто Сувар-гора от слова Сурковая гора. Там была деревня Эреджеп, как ее называют, чувашская, старый баран, отатарившийся. У них была Сурковая гора. И они решили, что городище рядом с ним находится, это и есть Сувар. На самом деле этих Суваров возле каждой деревни достаточно. У нас в Дрожжаном тоже есть Сувар, там лом, Сувар, где сурки живут. Вот. И на основании все поверили, а потом была концепция такая, что булгары жили только в районе Татарстана, что татары это булгары, чуваши это непонятная смесь финно-угров там с протюрками какими-то. Вот. И что, в принципе, ну и Татарстан и есть булгар, а остальное здесь вот все Русь. И, собственно, здесь это поддерживает теорию. Почему? Потому что русские появились здесь сравнительно недавно, вот, на этой территории. Им хочется показать свою историю. И поэтому они зацепились за теорию, что и меньковская культура здесь была. И меньковцы, они пришли сюда с района Киева, где-то в VI веке. Но дело в том, что в VI веке здесь еще славян не было. Это были сарматы, сарматские племена. Они здесь поселились, здесь кругом их поселения. Вот. И они считают, они говорят, славяне. Вот. И значит, это все Русь была. Вот на основании этого. На самом деле, конечно, археологи смеются над этим, но никуда не денешься. Вот политика впереди у нас всегда. Так вот, значит, вы здесь, если походите, вы найдете керамику. Вот это наша древняя суварская. Внизу спустимся, мы сейчас пособираем белемниты, аммониты. Вот это как раз мезозойский период. Все то, что вы видели в музее, вы сейчас сами наберете, сами дома отполируете, у вас будут те же самые украшения, что вы видели в музее. Вот сюда летом очень много народ приезжает с Ульяновска собирать. Сейчас за зиму все обвалилось, вот видите, новый обвал. Вот это всего в прошлом году не было. И там вот отсюда, из этих черных слоев, сверху это все сыпется. Там эти огромные белемни, там они там, ну, единственное, в сапогах придется лазить, наверное. Вот там почище с той стороны. Вот. И далее там будет, вот этот овраг, он подходит, где мы дорогу проезжали, возле деревни. Там начинаются арбузовские валы, так называемые. Это булгарские валы, огромные, вышиной там по 3 метра. И ров еще глубокий такой же, мощнейший идут. Они спускаются там где-то километра 2 в Свияге. И дальше там добывают ундорскую воду минеральную. Все вы ее пьете.
А дальше там идут уже русские валы построены. Это вторая Карлинская черта засечная. Когда русские сюда пришли, первое, где они место поселились, на Староликинском городище. Вот. И эту черту они построили против татар. Вот. Вот такая история этого края, вкратце. Все. Что? Вот это место, это ядро. Откуда? Они увидели, что армия пришла. Ну не перестали. Продолжали петь и водить хоровод. И армия посмотрела на это чудо, подивилась. И они их не тронули. Армия обошла это место стороной и ушла дальше уничтожать. И вот этот уголок остался целым. Все остальное было вырезано. Вот. Дальше они дошли до Липецка. Там войско Тамерлана поставил 2 месяца. Он уничтожил всех татар. Вот. И дальше что? Он освободил эти степи. Они стали ничьи. Но он понимал, что эти степи кто-то рано или поздно заселит. И он решил, посмотрел на тех людей, которые лучше, чем вот те. С этим он всегда справится. И просто и увел армию в Самарканд опять. И вот тогда была Великая Орда, и вдруг она не стала. Это был шок для русских. Как? Была 7 правил, вдруг их нет ни одного. Иди селиться, земля ничего, полностью. Вот во всех летописях, вот Богоматерь заступница, понимаешь, там разгромила это, теперь мы там Русь пошла. Вот с этого начиналось, что Тамерлану должны поставить памятник. Он основатель вот нынешней Руси фактически, понимаете? Вот, все переиграл, всю карту перевернул. Вот этот район между Волгой и Свиягой на древних картах называется Джизира. На карте радио Цыгане 1470-х годов. Чичера у нее там написано, но это генуэзская карта. Джизира по-арабски. Остров, как в Месопотамии остров, междуречье. Вот. На карте Фрамаура это место обозначено как Амазония. Междуречье Свияги и Волги. И здесь обозначен город Вада-Суар. Старый Сувар. Дмитриев, историк у нас, Александр Васильевич, он решил, что Вада-Суар это Чебоксары, но он ошибся. Вот. На самом деле Чебоксары была маленькая деревенька, название Чебоксар был старинный Чуксар. Вот это холм Чука. Вот. А потом уже по-татарски переименовали в Чебокса, это Аир-Камыш. Ну еще Шубашкар сохранился, более старый. Вот. Такая история. А они не зря нашлись у нас вчера. Лопата 1939 года. Ты прапорщик сейчас, прапор держишь. Флаг. Сфоткай хоть раз. Для тебя не только хоть раз, 10 раз я тебя вызвал. Я правильно сделал, нет? Саварку ложися. Пейзаж. Себе Иван живе. Нормально, мужик, я ему тогда хлеб дал, он такой довольный, звонил мне фотографии, что хотя бы хлеб ему привезли. Там построен дом, да? Ага. Вот здесь уже, он рассказывает, металлодетекторы постоянно здесь ходят. Дерхемы серебряные и прочее, здесь вот везде их находят. Здесь вот сплошняком идут находки. Ну это старое. Не надо? А куда я Партизане, Азанза, Палакца, Занечистуза. Эфир прах, что ли? Прашун. Мне, тюмени, да? Шагдашин бек палыклардашин, шагдашин зим. Асратытчик шакларына, кунда кизек шуретчик. Юринде малала шаңда кюмеш, чумен, май булда. Шаңбек шугитора болышты. Не бір кулгырына манмы бар, кизе жүрі бар. Бик. Ырысым дума бере, сүлді жайра дұрағанзым. Выглад барда бычар. Не бір туслы бұрынар. Чуваш, не ярар мар. Самыр ұғыра. Только ырысымыза бір-біріне бұрынмала бұлдар. Чуваш итнитик малан булда, чуваш малалада бұрынды. Шамбек булда, шапла булда. Шапла бұлдар. Шапла бұлдар. Шакла пулда, Сабинит подсекла.
Сирия, Сарабазан атпар. Умырда булдыр. Шамарда базан атпар. Шикафа. Шикафа. Сейчас Куда хумана что ли? я Ана гайран юба лартны гыштен курап пробуй. Шам, да. Евине лартны гыштен. так, шикарнее. После этого. Шигар базан атпар. Лежинзам сейчас переформируем. Монаса. Базан атпар. Шир ярный врач где? Воду ты принес? Вода, вода. А у нас чай есть, если что есть. Ада казакилеп каран властинде. Сейчас воду выцем. Чувашқа кетчірілзе бұдыр, Чувашын орныжы андадылар, Чувашқалы ғымайланзақ бұдыр. Шағырия Чувашын қуат барза бұр, езір паны қуат бала, ебір шағырия тұза бұма бұлдар атпыр. Кашни шенгере кирежу булдыр. Шенеренде шене сывы, матур, батвар, баттыра жазым журалчыр, бирин шыржыба сыхлаганзем, күссе монашланза бычыр. Кашни шенгере булдыр юраду, килежу. Сывых пурнене булдыр бирин халха. Шапла булдыр. Шапла булдыр. Шапла булдыр. Шапла булдыр. Хамара бельдеров дюбаларда атпар. Что, Дима? Я ничего не положил. Ты нет? Камыш пола. Мама нет. Моя перемон. Раван. Сирия азанза число жинна хадюба лартма ирик парашон. Я вам расскажу про историю этого Сувара. Но я думаю, почему это место Синичук называется. Потому что жители Сувара были уничтожены монголами. Вот. И притом живьем сожгли. И каждого 10-го отправили в рабство, а остальных сожгли живьем здесь, на этом городище. А Фельтибера захватили, увели в плен к Бату для четвертования. Вот. Но они здесь большим боем это дали. И произошло это не в 1236 году, а в 1242 году, когда уже монголы из Европы возвращались. Вот. И поэтому люди это помнили, в чувашских преданиях это сохранилось. И имена генералов сохранились, там Пешкан, Тархан, там Мешкан, по-моему, еще там был, вот, которые сражались с монголами. Они их вспоминали, и, видимо, скорее всего, вот это место Синичук, это было то самое поминальное место в честь этого Сувара. Вот. И мы, собственно говоря, сейчас его пытаемся просто возродить. Ну, пока ставим времянку, салам калаги, так сказать, потом поставим здесь что-нибудь посерьезней. Это сколько тут? Метров 700? А там свияга. Свияга, вот она, перед нами, внизу. А тут не проходите. А вот Хитрец Дурбан. Верховые чуваши, ну что, Тури я девашься. расскажу вам. Давай, Дима. Вот я как говорил, вот это все место между речи Свияги и Волги называется Джизира на карте Пицыгане 1460-х годов. И на карте Фрамаура 1460-х годов Амазония. Здесь на ней обозначен город Вада-Сувар, Старый Сувар. Притом на других картах Али-Дриси 1154 года Сувар обозначен на правобережье Волги. На карте Ибн Хаукаля, на карте Абуль-Туси Сувар обозначен в правобережье Волги. Ни на одной карте Сувар не обозначен в левобережье. Аль-Бируни обозначил координаты Сувара и Булгара
географические координаты. Столько-то широты, столько-то долготы. И получается, что Сувар, он юго-западнее Булгара. Вот. То есть тот Кузнечикинский городище, ну никак не может быть Суваром. Это просто от себятина чистая. Вот. И в принципе, здесь это городище никто не исследовал. Была экспедиция Хузина 1980-е годы. Они пришли, примерно валы перемерили, и здесь местный археолог Семыкин, он говорит, в разговоре со мной, когда мы, говорит, говорили, он сказал, ведь вот это и есть Сувар. Но он это нигде не зафиксировал. Вот. И так и Сувар как бы значился тот. Я этот Сувар как бы искал тоже много лет. Я понимал, что все, что связано с татарской историей, это все вранье полное. Все, что связано у нас с Чувашией, пишут, это все полное вранье. У нас нет историков сейчас там. У нас разогнано все. И, значит, теперь где? Предполагал сначала, что в районе Самары, Самарской Луки. Дело в том, что Самара основана на Сиваре, написано в летописях, на Суваре. Вот. Но изучал, нет, Самара не подходит. Думал, Муромское городище Самарской Луки не подходит. Там нет 10 века, потому что Сувар уже в 10 веке был основан. Потом местного там Ульянуса спросил, где, говорю, еще может быть Сувар. Что у вас есть прилично? Я говорю, у вас должно быть вот здесь что-то. Он мне подсказал несколько мест, я исследовал. Но сам исследовал там, значит, нашел башню булгарского периода на юге Ульяновской области. Это такая же, как в Елабуге башня, чертова так называемая, замок. Точно такой же замок, но в руинах я нашел на юге Ульяновской области. В лесу, там прочее, он сейчас даже под охрану не посадил. Местные жители активно камни растаскивают его. Но еще 100 лет назад там первый этаж со сводом еще стоял. Сейчас это уже все разрушено, просто куча камня. Вот. Тоже надо поставить под охрану. Здесь в Ульяновске очень трудно все это. Некому изучать все это, никому ничего не нужно. Вот. А в Чувашии это подавно никому не нужно. История Чуваши не интересует Чуваши. Я пытался, когда донести, что я этот Сувар открыл, написал статью, выступил на конференции все это востоковедение до наших начальников. Никто не заинтересовался. А между тем, когда я первую статью здесь в газете вместо Ульяновской написал в интернет-газете, они тут же заинтересовались, татары заинтересовались. И уже предложили включить Сувар в Золотое кольцо Татарстана. И вот эту дорогу, которую начали проводить, я думал, они уже начали строить, потому что татары обратились к Хуснуллину, правительство России, чтобы построить дорогу до Сувара, до сюда. И уже его Золотое кольцо Татарстана включить. В Чувашии я бился, звонил всем, начал министерство, всем звонил. Все отказались, всем просто наплевать. История, культура Чуваши не нужна в Чувашии. Вот. Ну, ладно. Наше дело просто обозначить и делать свое дело. Как бы. Почему еще какая была история этого городища? Значит, он основан был приблизительно после 855 года. В Казахском Каганате произошло восстание каваров, заговорщиков, каварлах. Вот. И сразу в тот момент возникло 5 государств. Земля Залесская, или другая Руссия, где в Ростове, там Мерия, Кривичи, там прочее, они решили создать, призвали варягов над собой править. Потом они отправили посольство в Киев из 2 боляр. Боляр по-болгарски жрец. И они, проходя через Киев, а Киев был в тот момент захвачен был каварами. Они бежали от Хазарского хана разгромленные, основались там. Кто были кавары? Это поклонники Тенгри, тенгрианцы. А Хакан ввел тогда иудаизм. И все, что было связано не с иудаизмом, все уничтожалось. И вот эта разгромленная армия была в Киеве, Куяба называлась в то время, или Самбат крепость. И они приняли их и решили тоже провозгласить это государство. И Византия признала сразу 2 государства. Землю Залесскую и Киевскую Русь. Но кавары бежали дальше в Панонию, Венгрию, и там остались. Вот. А сюда уже как бы пришли другие, варяги стали править. В тот же самый момент булгары отправили посольство в Багдад, сувары отправили посольство в Багдад, буртасы отправили посольство в Багдад. И здесь Багдад утвердил тоже 3 государства на этой земле. Сразу 3 государства в эти же годы. То есть 5 государств буквально с разницей в 2-3 года возникли на этой территории. Вот. И, значит, Сувар. Предки чуваши жили на Кавказе. Азербайджан, Дагестан, Пятигорск. Вот это те земли, где мы все проживали.
И отсюда началось движение по Волге. Они сюда пришли, вот они сразу определили это место. Это стратегическое место, идеально. Вот более идеальное место, чем это, здесь нет нигде вообще. Волга течет на юг, Свияга течет на север. Сел на корабль, и ты 100 километров северней. Сел на корабль, и ты 100 километров южнее. Ходить не надо пешком, а в те времена дорог не было, дороги были реки. И вот Волок здесь, по Арбузовским валам, всего 4 километра между Свиягой и Волгой. Перетащил лодку и снова плыви. Перегородили валами там, все, ты не пройдешь сюда, с юга. Отсюда не преодолеешь болото это. Свияга раньше была не такая. Там за Суваром она была как море огромное. И это как остров огромный посреди Свияги выглядело. Там есть Детинец, центральная часть, древняя часть. И вокруг него еще 2 посада выстроены, огромных. Вот. То есть он постепенно развивался. 244 га это городище. Самое крупное у нас Белярское городище, 15 километров диаметр волнов дальних. Второй по величине великий город, это Наровчат Пензенской области. Третий по величине Сувар, 244 га. Потом есть еще пару городищ поменьше Сувара. И на 5-м месте где-то Булгар. Там всего 24 га было. Даже ее он не на 5-м, еще дальше. Булгар был совсем маленький, городишко был до периода замка. Потом что было? Хазарский каганат уничтожили скандинавы, шведы и датчане. Здесь на севере было государство Биармия. И в 988 году это пермяки нынешние. Они разгромили Биармию. Потом, после этого у них было огромное количество кораблей захваченных, прочее, и войска. И они на этих кораблях по Волге сплавились весной 979 году, в март-апрель, по Волге сплавились вниз до Астрахани. И по пути разграбили Булгар, а Сувар проплыли мимо. Потому что почему проплыли? Вот та пристань Суварская, она закрыта была островами. Они ее не заметили, они проплыли мимо, и Сувар остался цел. Они сплавились туда, вот Итиль находился, там, где Астрахань сейчас, южнее Астрахани. И там они всех хазар вырезали, и 12 лет правили этой территорией. Они захватили там все, и просто была охота на людей в тот момент. С ними пытались договоры заключать люди. А кто такие варяги? Это пираты, скандинавы, шведы, эти все русы. Рус означает это область Руссия, Швеция. Выходцы с области Руси, западное побережье Ботнического залива, называлось русы. Сегодня финны шведов называют роса. Оттуда слово русский идет. Вот. Русы жили тем, что грабили славян и продавали их в рабство на соседней территории. Это Ибн Руст пишет в X веке. Так вот, значит, 12 лет шло разграбление этих территорий. Видимо, русы дошли до сюда. По крайней мере, в чувашских преданиях упоминают, что они Бедингу захватили. Вот там мы проезжали Бедингу, Пединга, монета по-чувашски. Там, говорит, чеканились монеты. Вот. Но сувары их отбили, и те не смогли это захватить. С ними пытались договоры заключать. Они договоры заключают, и приходится все равно грабить территории. Ну, пираты. И в конце концов, сувары, булгары, буртасы, и пришел еще Ширваншах из Дербента, войско привел, объединились. И они прошли рейдом до Днепра в 982 году. И всех русов вырезали на этой территории, очистили территорию от них. Здесь их в один момент не стало. И это был такой шок для скандинавов. Понимаете, в то время они были правителями мира. Да. Скандинавский Хакан, он называл себя Хакан Рус. Вот. У него был титул Хакан и Хан Ханов. Он от хазар перенял этот титул. Какие территории им принадлежали? Значит, Марокко, половина Испании, половина Франции, Нормандия, половина Англии, Киевская Русь им принадлежала, Хазарский каганат им принадлежал. Это они Гренландию высадили, они до Америки почти доплыли. Понимаете? А Биармию захватили. Это все была Руссия. Представьте, какие территории гигантские. Вся Европа под их начало. И вдруг они потерпели такое сокрушительное поражение, что их здесь не стало. Началось метание, боги нам не помогли. И что произошло? Значит, скандинавы решили, они до этого приняли христианство, они отказались от христианства, Рюриковичи, и приняли ислам. И отчеканили в части дирхемы. Во имя Аллаха, это колыбель Аллаха, что-то это ислам, это есть такие дирхемы, и со знаком Рюриковичей. Таких сейчас дирхемов уже штук 6 найдено. Вот, серебряные псевдодирхемы. Притом
один арабский, сейчас забыл, как его зовут, пишет, что после этого поражения они, говорит, отца прислали послов в Булгар, чтобы принять ислам. А Булгар их отправили в Хорезм. В Хорезме их научили исламу, дали имамов, Коран, прочее привезли туда, и они приняли ислам. Вот. Все воспринимали это как анекдот, пока не стали находиться кольца у них с Аллахом надписи и вот эти дирхемы со знаком Рюриковичей. Вот. Потому что боги не помогли одни, они приняли другое. И притом пишут, что, говорит, раньше, как они приняли христианство, грабить нельзя. И они стали из-за этого терпеть как бы убытки. Потому что, ну что там в Швеции, худно, жить-то только грабежом можно. Вот. И из-за этого они обеднели. А тут приняли ислам, и им стало возможно джихад вести, борьбу за веру. И они снова дела наладились. А Киевская Русь тоже. В 988 году после этого как раз князь Владимир правил 2 года. И пишет в летописи, что он брал дань отсюда. Да, возможно, он могут 2 года эти брать дань, когда вот, даже, или 1 год даже, с этих земель, когда вот скандинавы захватили здесь все. Но после этого боги опять не помогли. И они отказались от язычества и приняли христианство. Вот. Ну, вот такой момент. И здесь это государство развилось. После захвата территории оно расширилось. Значит, его границы были вот Самарская область, Сувар называлась. Дальше полуостров Мангышлак в Казахстане, это граница была государства Саксина, Сувара. На южнее Волгограда, селительное городище, считается, что это вот именно это Сарай-Бату. Он построен на месте Саксина. Саксин крупнейший город Европы был. Это была столица Сувара. Его еще Саксин, это Ас-Сувар, Махмуд Кашгари пишет. И другая западная граница была, это Азовское море. Азовское море называлось Саксинским морем. Все это территория Сувара была на тот момент. До Кавказа, представляете? Вот это все Сувар был. Здесь был Вада-Сувар, старый Сувар, там был новый Сувар, Саксин. Такие гигантские территории. Книгу надо вам выпустить. Не, об этом уже написано. А просто это все уже написано, просто вы не читали. Ладно, я пока завершу. Все, мы замерзли. Ладненько, давайте. Спасибо. Дай Бог. Кушайте там, пейте, согревайтесь. Давай. Нет, только рапорта. Так, кому? Ее все раскупили за 2 месяца, как только она вышла. Так, Прикс Махаласкалат Бронда. А пересдать деньги. Так, как у нас место будет называться? Синичук? Синичук. Вообще Красносиндюково называется деревня. Ну, Я спрашиваю татар, которые живут, а почему вас Красносиндюково называется? Ну, это был Сеня и Чук, они полюбили друг друга. Ну, очень обычная байка татарская. Да. Херле, может быть, Херле Синичук? Херлишир. Херле Синичук. Херлишир. Синичук. Синичук. Ну, Синичук. Калабр. Синичук была. Ебір күнда Чуваш халқын адаландарма, Чуваш халқын малы пуласлығы адаланса бұдыр десе, или кавалки пирін незілтен, я незілтен хулыне келсе, тебір құт чүртме, шүлде хватсенчен пирін ебір паны шығыра, ебір паны абада ежінса, шак вырында яланах чері чунзен пулса шүретші. Езір баны хватсен, ебір тұрышсан, бірін пулныш малла пулдырақ. Шак юба вырне те чүртсе, те бір юбаларда пұрхалы күбіғытлық юба, бірін маллахи удынзен пултышан бұған бұған дейді. Сире абат параппа. Сыра базы надо или Сыра, шыгыр.
Штумлан парашивали. Вещи, я мало. Вещи. Пойдем их вещи. Мингала Моландия. Шак пирень. Халық. Әлеммелі қыватлы байлы халық пұлны халге бұрға. Шар жамыры жінде иге халық тавлашына оғындыра. Китай. Қай қалы бірінде дедақ. Шар жамыры жінде иге виже халық. Китай халығы, Америка халығы, Россия, Европа. А бұл оғытыра икке болма. Эбир, када Китай. Вот мле, калемеле хватлы булмады. Кондырды тикизем, ага биля суар хулы, Азербайжанда Иран тикизе өрмешті. Мангазия деген хула мангаз. Ол шуржыр пырлы океан кәрінде бұл. Уралды өзінде мұшласа Украина даран. Ол Азизан выдача. Аслыхала ходим. Шау азат кезен, азанезен чистіне күйісті болсын. Бір өзім қай пасады. Мілі білет бір шамбегінде азынат бұр. Шауында шырлағы дырғашты. Я на это место приехал, когда искал Сувар. С отцом приехал сюда в первый раз. И мы его не нашли тогда. Мы остановились на этом месте, здесь перекусили, смотрели туда и рассуждали, где он может быть. И с нами был археолог Женя Михайлов. И он мне показал, говорит, вот городище, видишь, говорит, это интересное городище, говорит, Староалейкинск. Его стоит поизучать, никем не изученное. Я тогда еще задумался, мы сидели и думали. Я говорю, да, вот где-то здесь должен быть Сувар, надо его найти, одно из этих городищ. Мы тогда не доехали. То есть отец у меня его видел вот с этой точки. Вот. И потом только я сумел это доказать, что это именно он. Лично мы сюда приехали сегодня. Наверное, Федор Иванович перекундай зигильча. Ща лешу баши димара марвить хайбер. Шагандай шитримар. Чинарта. Леренья марш, кундай зигильдиш. Шагында Федор Иванович пулна бузан, бұл пере шагындах изигильч бая. Хала. Шамба да она да азынат, пере пулуштырмалала да даланма. Сраба азынат. Перембе килзе, эжер, шир, туды шуры. Вышан шуры, шуды шерде шуры. Пере эбер сире азынат, коризер пере ан азынат. Шурда шурда. Это городище 2 километра, оно огорожено двойными рядами валов и рвов. Там есть выезд из городища, а каменная вымостка идет. На самом городище детекторы мы не могли изучать, только так, у нас на разведке были. И что мы нашли? Ну, керамику собрали интересную. Нашли кольчужку, одно колечко. Нашли кашенную керамику. А кашенная керамика, она, притом необычная, не золотоордынскую, а иранскую. Это была чернильница разбитая. Разбитая чернильница 12 века, иранская. Это уже говорит о том, что это не обычное городище, что здесь что-то было, это кто пользовался чернильницей иранской в тот момент. Здесь еще была найдена печать Владимира Мономаха, киевского князя. Но я эту статью не смог найти, ее знают, что она есть, кстати, но где мы ее не нашли. Вот. Что значит? Была эта печать, вислая печать, грамота, сюда была связь с Киевом, была переписка с Мономахом. В принципе, я знаю, какие события это могли способствовать этому. Но когда мы найдем, кстати, я напишу еще об этом. По преданиям, значит, монголы, когда вернулись из Европы, они покорили Мокшу, но Эрзю не сумели покорить. И вот они добили в районе Пензы, Золотаревское городище и прочее. Вот эту группу городов добили. Потом провели собрание, Курултай, и пошли на захват Сувара. Это была зима 42-го года, и они двигались, ждали-то врага оттуда всегда, с юга или еще что-то, а вот враг с запада пошел. Притом зимой, и описывается, что они сумели разгромить их несколько раз, там скинуть одну армию там с пропасть и прочее, но слишком их было много. И притом это опытнейшие воины уже были, которые весь мир захватили. Когда они захватили это, борьба, говорит, за каждый лес, за каждую горочку была здесь. При этом это было не первое сражение, до этого 3 сражения еще там было.
И когда захватили здесь, значит, каждого 10-го сожгли на кострах монголы, остальных увели в рабство, а Пельтебера увели к Бату для четвертования. Вот. И вот этим упоминаются 3 воеводы, которые сражались с монголами здесь. Пешкан, Тархан там и Мешкан, по-моему, звали. Более того, я знаю сейчас сразу 5 мест сражений, 3 из них сейчас вот хочу изучить этим летом. Это именно сувары в 1937 году отражали здесь нападение монголов. Притом пишут, что эти реки были наполнены кровью тогда. И монголы тогда сумели прорваться все-таки. Но сюда не прошли. После этого завоевания Сувара они уничтожили Булгар, тоже в 1942 году, они в 1936. После Беляр, и только после этого они пошли, захватили там Коми, Пермь, Башкирию и так далее. Вот. Не как пишут, не в 1936. В 1936 году монголы, им пришел, у них был союз с Папой Римским о разделе мира, тайный договор. И, значит, был такой Юлиан, шпион католический, он был монах, доминиканец. Он прошел до Бату, до Оренбургских степей и показал дорогу, как армии монгольской пройти. Монголы прошли по его пути, притом показал вот там город, столица Веда, столица буртасов, там 50-тысячная армия. Монголы ее уничтожили и сосредоточились на Кубани, долине реки Кубан. Там описано, что сосредоточилось 40 туменов, то есть 400 тысяч. Один тумен это 10 тысяч. 40 туменов на Кубани зимовало в 1936 году. И к ним они еще ждали подхода туменов из Ирана. С Ирана еще около 5 туменов шло. 450 тысяч приблизительно. Это современная российская армия, если снять ее со всех границ России. И вот эта масса, она двинулась на Кавказ, притом там пишут Авар. Возможно, Авара не существовал, но Сувар, они там пошли на Кавказ. И потом вот мимо Тамбова, прочь, в сторону Рязани. Захватили Великий город. Великий город назывался в то время, это Наровчатское городище, Мокша потом стал называться. Вырубили вокруг великого города в 3 ряда, чтобы колесницы могли проехать, лес, напилили пеньков и баллистами стали разрушать город. Пробили стены, захватили город, отрезали, всех убили жителей, посчитали, что правое ухо у всех отрезали. 280 тысяч ушей насчитали отрезанных. Правое ухо? Да. Это обычай был такой монгольский. Вот. При этом этот город через 20 лет полностью возродился, стал Улусом Мокша, столицей. Почему? Потому что там рядом второе Наровчатовское городище есть. Там холм, на вершине холма маленькая дырка. Туда забираешься, там в 5 ярусов шли подземные катакомбы, вырытые в 12 веке. Население, женщины были спрятаны там с детьми. И они просто после ушедших монголов вышли, обратно расселились. Поэтому город быстро восстановился. Вот. Эти катакомбы до сих пор есть, вы их приедете, можете в них спуститься. Там в 41 году, 42-м там монахи прятались, в армию не хотели идти воевать. Поэтому НКВДшники взорвали нижние ярусы. Но 2 верхних яруса осталось. И сейчас там типа вот монахи рассказывают, это буртасы здесь жили, древние славяне. Киевско-Печорской лавре монахи это все выкопали. И вот сейчас там Прусь православная. И вот такой бред там несут полностью. Но это совершенно не соответствует истине, конечно. То есть вот такая история. Мокша, она стала выступать за монголов и пошла на Европу. Эрзя откололись, и они, есть Чукалы деревня в Большеигнатовском районе. Они собрались там и постановили, народ Эрзя будет жить. Насыпали 2 маара, 2 холма, горстями люди насыпали. И с тех пор они там собирались и чук проводили, обряды. И в этом году там тоже, кстати, будет крупнейший всеирзианский чук. Где? Это Большеигнатовский район, Чукала деревня. Это Мордовия. А там тоже чукалы. Да, чук, да. Притом они там несколько тысяч человек собираются. В Украине есть Керменчук. А Керменчук? Украина Керменчук. Что такое Украина? Вот сейчас, где бои идут, Донецк, Луганск. Я все эту историю сижу, пишу, я просто для меня знакомые места. Райгородок вот сейчас там подходит. Там был убит в 1932 году ДЖБ
Первый человек после Чингисхана, его личный раб Джебе, лучший полководец. И там ему построили усыпальницу, принесли в жертву меч Харисаддина, эмира Булгара, который был за год до этого убит там в сражении. Вот. Там это местные грабят, там карьер все это срывают, из карьеры вытаскивают эти мечи, они в Эрмитаже хранятся. Ну, такое вот отношение. Это гора Савр-Могилы же, да? Этот? Саур-могила это немножко другое. Другое, да? Да, это в самом Донецке. Вот. Потом там вот Камракту, Краматорск, Угольная гора, Карачун, Крутая гора. Там все булгарские, это булгары. Они просто из-за христианизации потеряли свою культуру полностью, и сегодня называются русскими. Это черные болгары называются, великие болгары. В районе Оскола там были белые болгары, где вот эти Кубрат, прочее, Перещепино, где все клады их откопаны. А здесь были серебряные болгари. Вот эта территория называлась Нухрат еще до прихода булгар сюда. Поэтому, когда булгар сюда пришли, эту территорию называли Серебряной Булгарией, стали называть. Нухрат-Пулхар. Кушаем, да, все кушаем. Васька слушает, да ест, вы кушаете. Я пытаюсь рассказать. Юрать, майор Маспут, юрать. Насытить. Юрать. Аллах юрать. Побольше готовы. Подлиннее. Вот и все. Давай, солнышко. Одну хватит, наверное. Север, да. Хватит. В этом году я статью написал, в Пензенской области сейчас выйдет. Еще 7 городов локализовал булгарских. Там в Рязанской области, Ашель, это Кернек, Хамол город, еще Торск, прочее. Там 7 городов остановил, локализовал в тех областях. Да, идеально. Особенно летом, мне Свияга понравилось, купаться будем. Завязывайте, загадывайте желание. Не жалеете, что приехали? Только преодолели всего, тут как пожалеешь. Тут не пожалеешь. Вообще вся эта округа здесь, это жители Сувара, которые разбрелись. Понимаете? Поэтому те, кто вокруг здесь живет, чуваши, а здесь много чувашей. Это именно те древние жители. Нужны? Сейчас мало бодрились, ручное был. А еще, знаете, вот с нами хотел Дмитрий поехать, ботаник. Не смог, ребро сломал случайно. Он говорит, здесь мы принесли сюда садоводство в 9 веке. Здесь сейчас спраздновали недавно садоводство на Руси. 100 лет российскому садоводству. Да, русскому садоводству 100 лет. А наше садоводство несколько тысяч лет. Мы его сюда принесли с Кавказа. И вот эти сады древние, они вдоль Волги, 30 километров отступая, эти сады сохранились. И древние эти яблони, которые мы здесь культивировали, они сохранились именно на этих городищах. Я знаю, там растет одна яблонька, еще что-то. Надо их, конечно, изучить, пересадить эти сорта. Их два там, два. Да, несколько яблонь. И они во всех вот этих древних городищах растут яблони. Это те самые сорта, которые ели наши предки. Вот эти яблоки. У русских тогда яблок не было, только у нас были. Ибн Фадлан недаром он пишет, говорит, что когда я приехал к этим булгарам, они, говорят, едят зеленые яблоки, от этого толстеют, говорят, булгары. Для него это было удивительно. Вот. Садоводство, притом у него два пути распространения садоводства было, по Волге и по Дону. По Дону там хазары распространяли, а по Волге это вот с нами сюда пришло садоводство. Я яблоки эти пробовал. Вы кушать не забудьте, слушайте. Дима говорит,
айманат шук, ай-яр-ай-я. Шумар келеді. Ай-яр-ай-я. Снегу, молодая.